Добрый день, уважаемые абитуриенты. Зовут меня Хайруллина Гузель Хасановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры обществознания права, социального управления, Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Представляю ваше внимание консультацию по вступительным испытаниям, правовое обеспечение профессиональной деятельности. Так. Давайте мы с вами рассмотрим организационные вопросы вступительных испытаний. Форма сдачи дистанционная. Экзамен представлен в виде тестирования. Количество вопросов 25. Нужно набрать минимальное количество 40 баллов из 100 возможных. Продолжительность вступительного экзамена составляет 1 час 60 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья экзамен увеличивается на 1,5 часа максимум при наличии соответствующих документов. У поступающих только одна попытка пройти тестирование. Структура тестовых заданий включает разделы дисциплины по всем отраслям права. В основном упор сделан на правовое регулирование экономических отношений, на блок административные правонарушения, административная ответственность, рабочее время и время отдыха, заработная плата, трудовая дисциплина и материальная ответственность сторон трудового договора и последний раздел трудовые споры. При дистанционной форме сдачи экзамена на что обратить внимание? Первый вход через логин и пароль, который отправляется на электронную почту. Последующее посещение сайта под своим паролем, которого вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и, главное, разворот паспорта, странички с фото и с фамилией, именем, отчеством. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Есть только одна попытка. Инструкция по сдаче вступительных испытаний находится в личном кабинете абитуриента во вкладке «Нормативные документы». В инструкции пошагово написано, куда заходить, как пройти текст и так далее. Все это вы можете изучить самостоятельно. Расписание вступительных испытаний находится на сайте приемной комиссии во вкладке «Бакалавриат», что вы видите на сайте. Давайте мы с вами рассмотрим. У нас два этапа. Подавшие документы проходят испытания с 20 июня по 20 июля. И они тестирование сдают 23 июля с 10 до 10 часов. Мы с вами это уже проговаривали. Резервный день с 25 июля с 10 часов до 17:00. Подавшие документы с 21 июля по 12 августа проходят испытания 18 августа с 10 часов утра до 22:00. Резерв с 20 августа с 10:00 до 17:00. В резервные дни могут сдать только те, у кого есть уважительная причина. Для подготовки к экзаменам есть программа вступительных испытаний. Она находится на сайте приемной комиссии во вкладке «Бакалавриат». Программу вступительных испытаний вы можете с ней ознакомиться. В ней есть основные темы по разделу вступительных испытаний. Давайте мы с вами рассмотрим примерные задания. Задания по тесту представляют собой тесты с одним вариантом ответов или несколько вариантов ответов. Допустим, например, полная дееспособность гражданина наступает с какого возраста, с 18. Есть задание на определение термины. Прошу обратить внимание, что много в тесте вопросов на определение термины по многим отраслям, по трудовому праву, по административному праву, есть и по конституционному праву. И поэтому здесь нужно эти термины, понятия выучить. Допустим, что это оферта? Это предложение заключить договор. Дальше, допустим, еще третье задание.
При ликвидации банка в первую очередь должны быть удовлетворены требования работников по заработной плате. Дальше, или, например, надо вставить нужное слово, да, на основании норм права. Юридическое лицо действует только на основании общего положения об организации данного вида без устава или учредительном договоре. Вот. Дальше. В какой срок с момента обнаружения дисциплинарного проступка работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинарной ответственности? Вот тоже мы выбираем здесь правильный ответ. При подготовке к вступительным испытаниям по дисциплине правовое обеспечение профессиональной деятельности нужно обратить внимание абитуриенту на такие вопросы, как, например, порядок рассмотрения трудовых споров, индивидуальные, коллективные, и сроки, какие органы рассматривают эти споры. Дальше надо посмотреть порядок применения различных видов наказаний, например, в трудовом праве, в административном праве, какие виды наказаний есть. Не путать, например, административные правонарушения с преступлениями и так далее. Это достаточно сложное. В блоке, в разделе, в первом разделе, который касается правового регулирования гражданских экономических отношений, надо посмотреть, например, признаки юридических лиц, какие они являются коммерческими, некоммерческими. Трудные вопросы здесь являются определение отдельных видов юридических лиц, например, что такое общество с ограниченной ответственностью, какими признаками обладает акционерное общество, унитарные предприятия и так далее. Надо внимательно посмотреть, например, вопросы сроков регистрации индивидуальных предпринимателей, кто им может являться и так далее. Так. Какую литературу можно использовать? Я рекомендую вам литературу, которая рекомендована для студентов учреждений среднего профессионального образования, рекомендованные Федеральным методическим объединением по среднему профессиональному образованию. Это Волкова, например. Учебник такие называется «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Вы, наверное, с ними знакомы, в курсе обучения в колледже, они так и называются. Это лучшие учебники, и они отражают все вопросы, которые выносятся на экзамен. Контакты наши вы видите на слайде. В день консультации свои вопросы можно написать на почту. Технические вопросы, связанные с логинами, паролями, входа в сайт, это решает приемные комиссии. Мы с вами рассмотрели все вопросы организации вступительных испытаний по данному предмету. Желаю вам успехов!